Александр Католиков. Отец для сотен детей-сирот Сыктывкарского детского дома, который под его руководством стал известен в международном масштабе. Десятилетия спустя его благодарные дети будут посвящать ему песни, стихи, эссе, хранить и развивать наследие. Но у всего есть начало. И мы проследим, как юнец-комсорг Саша за свою московскую пятилетку преобразился в того самого легендарного Сан Саныча. Мир кипит от НАТО и Кубы до Тибета и Африки. В СССР в разгаре оттепель и десталинизация. Ассортимент советских товаров вырос в 10 раз. От мотороллеров и мебели до кинопроекторов и транзисторов. Производится самый мощный взрыв в истории человечества. Царь-бомба. Строится Берлинская стена. Происходит Куреневская трагедия. Наконец сравнялось количество городских и сельских жителей. Массово строятся хрущевки, экраны заполняются легендарными персонажами. Первый ток дает братская ГЭС. Небо бороздят десятки искусственных спутников Земли. В космос летит первый в истории человек. А из поезда Новосибирск-Москва на перрон спешивается юный, неприметный Саша Католиков. Москва не похожа на остальной Союз. Сквозь город прорубили гигантские проспекты. Над ними возвышаются рекордные сталинки. Станция Студенческая. А под всем этим красивейшее в мире метро. Кипит культурная жизнь. Хорошо над Москвою рекой услыхать соловья на рассвете. А наш недавний предводитель новосибирской детворы поселяется в самом центре этого диковинного мира. В общежитии МГПИ имени Ленина, в районе Хамовники. Послевоенное детство было суровым. Несмотря на болезни, маленький Саша копал с братом картошку, чтобы менять ее на хлеб для семьи. Затем учеба в экспериментальной школе-заводе номер 10, где дети сами производили сверлильные станки и даже продавали их заводам, практикуя хозрасчет. Еще подростком Католиков получил удостоверение токаря-универсала 2-го разряда, на деле познав систему Макаренко «воспитание трудом». Работать в заводском темпе он приучился навсегда. Любое свободное время парнишка посвящал организации кружков и пионерских лагерей. Разумеется, долго ностальгировать по малой родине Саша не стал, а сразу взялся за дело. По миру расползается молодежный авангард, хиппи и студенческие бунты. А в Союзе стиляк сменяют новые герои. У кого-то винил, а у кого-то сам издат. Однако убежденный комсомолец из провинции выделяется среди всех. Члены его клуба повально ходят на лекции в красных галстуках и пионерских пилотках. Это кажется смешным его современникам. Но в то время, когда они крутят новомодные твисты, Католиков проводит дискуссии и мероприятия, выпускает педагогический альманах. Он не просто втягивается в жизнь вуза, он начинает ее создавать. Разумеется, такую активность сразу замечают сверху. Сотрудницу института Плаксину просят присмотреть за гиперактивным студентом. Опаска руководства обоснована. Католиков собрался вывести весь курс куда-то в лес и устроить там педагогические тренинги. Желающих неожиданно много, хотя выезд планируется на зимних каникулах, и сессию всем придется сдать досрочно. В клубе МГПИ как раз проводится диспут – актер или педагог. Там Саша в пионерской форме с эмблемой костра на рукаве чуть ли не криком дискутирует. Всякие там приемчики, с помощью которых вы надеетесь понравиться детям, они не сработают. Не примут вас дети. Главное – это человечность, а не актерство.
Он рубит в воздухе рукой для убедительности. А Лия Плаксина, наблюдавшая за ним, ловит себя на мысли. А ведь с ним просто не будет. Еще с Новосибирска у него огромный практический багаж по работе с детьми. Также Католиков публикует статьи и рекомендации для пионер-вожатых в газетах. Сверстники смотрят на него с уважением. На киноэкранах молодой Михалков, по радио галантный Магомаев. Саша Католиков же... Долговязый, стройный, симпатичный очкарик с добрым лицом. Почти всегда, придя в институт, видела его стоящим в фойе у входа на факультет. Стоял, выстоял. Говорит о нем будущая избранница. Вечерами он провожает ее через всю Москву. Витиеватые улочки, троллейбусы по Садовому. Она выросла в 5 минутах от Кремля на Арбате. Ее отец, генерал, работал с Кагановичем. Мама – сотрудница Генштаба. В юности видела самого Ленина. А Сашка Католиков же безотцовщина. Мать воспитала их с братом Борисом в скромности. Отец служил в погранвойсках НКВД на железной дороге и погиб в первые годы войны. Маму Саша тоже видел нечасто. Она все время работала. А в квартиры к новосибирцам в те времена подселяли еще и эвакуированных работников заводов страны. Разве что этим фактом в своей биографии Саша был схож с москвичами, по большей части жившими в коммуналках. Католиков принципиально не берет денег у матери и все свободное время трудится учителем. А каждое лето по 3 смены подряд, вожатым в летних лагерях. Лия знала это и прониклась к нему уважением. Считалось, что любой студент, окончивший 3-й курс, мог работать с пионерами, а мы это опровергли. В пединституте много наукообразного, сухого и оторванного от жизни. Нужны были не лекции, а практика. Педагогика жестко охранялась от любых новаторств. Но Плаксина возглавила студенческую практику, а Католиков стал ее правой рукой. Посреди леса основывается инструктивный лагерь, где отрабатываются разные методики занятий с детьми. Как и где Саня достал столько палаток, продуктов, матрасов и даже походную кухню, где нашел музыканта и ведущего, как успел совместить это с учебой, было загадкой. В качестве подопечных в лагере выступают дети сотрудников института. Турниры, викторины, походы, спорт, самоуправление – все это большой шаг на пути от кабинетной бюрократии к реальной практике. Уже тогда Католикова тянет выстраивать свой собственный мирок, где он по-своему настраивает все процессы. Неожиданно с проверкой в лагерь заявляется сам декан. И остается доволен и дисциплиной, и энтузиазмом. По итогам практики выпускаются методички. Все это станет основой Сашиной дипломной работы. Плаксина станет его научным руководителем. Но этого ему было недостаточно. Уже не первый год Саша трудится в детдоме номер 22. Зарплату там не получает. Маленьким одиноким людям он нужен, и он отдает им все свое время и внимание. Также в поисках реальной практики с детьми студпедотряд наведывается в Клейменовский детский дом. Трястись в грузовике по подмосковной ухабистой колее студентам нужно было аж по 3 часа в одну сторону. Иногда ездили на дребезжащей электричке до Воскресенска, затем на поезде Кукушки до Егорьевска, а там еще 10 километров пешком. В электричках мы занимали весь вагон.
Ездили Зайцем, пели Визбора, Якушеву, Акуджаву, и все остальные пассажиры просили еще и еще. А если контролеры попадались сильно принципиальные, пассажиры вступались за нас, и контролеры ретировались. Мособлано ссылало в этот детский дом самых трудных, дерзких, разобщенных детей, от которых все отказывались. Было тесно. Даже иностранцы просились посмотреть легендарный детский дом, но директор вечно отказывался. Был дефицит ресурсов, и состояние здания было ужасным. Для них это была не обязаловка. Студенты уже сами не могли жить без нас. Они работали с нами в поле, ходили в походы, брали к себе домой на каникулы. Мы вдохновлялись также поступить в вузы. Для послевоенных одиноких ребят студенты часто оказывались единственными родственниками. Старшим везем подборку журналов «Юность» с новыми Евтушенко, Вознесенским для поэтических вечеров. Прочитаем и свои произведения, а на песенных исполним Высоцкого, Есенина. Будем примером интеллигентности. Мы сделали традицию отмечать дни рождения каждого, даже самого маленького пацана или девочки. Представьте себе выражение детских лиц, когда они в привычной уже столовой видят гирлянды, воздушные шары, 6-метровые стенгазеты, а в них свои фотографии, всевозможные явства, а на столах именинников свечи. Делаем вид, что долго ловим на магнитофоне нужную волну и, наконец, находим. В стиле радиопередачи звучит заранее записанная в Москве речь. Внимание! Говорит Москва! Дорогие ребята, много радости, крепкого здоровья, огромного человеческого счастья желаем вам. Жизнь – интереснейшая штука. Верьте в нее, когда вам будет трудно и обидно, и цените, когда будет светло и радостно. Впереди у вас много дорог, но все они берут начало в стенах этого дома. Нужно всегда правильно идти, чтобы не обмануть тех, кто доверился вам и идет следом. С днем рождения! Начинаем концерт по заявкам именинников. Объявляется песня бродячего певца. Ее хотели услышать Надя Азарова, Вера Волкова и Таня Хоботова. Студенты все в театральных костюмах учат детей танцам народов Союза. Никто не хватается за еду, все смотрят долгожданный концерт. Удивляешься многообразию музыкальных интересов детей. Тут и вальс Наташи Ростовой, и песни от Тбилиси, и вальс из Маскарада. Затем выступают сами именинники. Октябрьские, ноябрьские, декабрьские дети. Волнуются, запинаются, поют частушки, рассказывают о планах на жизнь, обещают научиться строить корабли. Затем пир, песни, хороводы до поздней ночи. Ребята устают, едва уползают в комнаты. Студенты еще долго сидят в кругу, обсуждают прошедший день, тихонько поют, а директор Колобалин травит свои байки. Это место стало педагогической меккой. В Клейменовском детском доме Саша Католиков занимается с детьми коллективными творческими делами. Вечерами он общается, обучается жизни и профессии у директора детского дома легендарного Семена Афанасьевича Колобалина, известного всему СССР героя произведения Макаренко «Педагогическая поэма». Двадцатые. За организацию банды пастушку Семену грозит расстрел. Из камеры смертников под личную ответственность пацана забирает сам Антон Макаренко. Если Семен вдруг сбежит, Макаренко отправится за решетку. Когда они вышли за ворота тюрьмы, учитель вдруг встал у какой-то конторы и попросил молодого вора подождать минутку на улице, оставив ему баул с огромной суммой денег. Такое доверие ошеломило и тронуло юного бандита. Он мало того, что никуда не сбежал, так в дальнейшем стал одним из учеников великого педагога. Доверять ребенку, делать все честно. Этот урок Антона Макаренко усвоил юный Семен Колобалин. Передал он его и Саше Католикову. Обучаясь у Макаренко, Семен встречает свою будущую жену Галину. После института он работает педагогом по всему СССР.
А во время войны разведка вербует его и забрасывает в тыл врага. Ведя настоящие шпионские игры между фашистами и СМЕРШем, Семен спасает десятки жизней. Его работа способствует победе в Сталинградской битве. Все военные годы ни жена, ни дети не имеют ни малейшего понятия, жив ли он. Можно только представить, как встречали героя. Сирот после войны чудовищно много. Чета Колобалиных преподает в Грузии, в Украине. За нестандартные методы все чаще Колобалин подвергается нападкам коллег, проверкам руководства. Его жена добивается перевода в Московскую область, а в распоряжение им передают детский дом с самой плохой репутацией. Колобалины приводят в порядок хозяйство детдома, работают в поле с ребятами. Поутру Семен сам подметает главную деревенскую улицу с малышней на плечах. Каждый ребенок для него личность. Все в режиме ручного управления. Рабочий день его длится не меньше 20 часов. Все важные вопросы дети обсуждают коллегиально. Побеги, драки, курение и кражи постепенно сменяются новостями о поступлении воспитанников в учебные заведения и приглашениями на их свадьбы. Детдом посещают легендарные моряки и знаменитости. Воспитанники участвуют в фестивале молодежи и студентов. До глубокой старости воспитанники Семена Колобалина пишут о нем теплые биографические заметки, называют в его честь своих детей. Те, кому в будущем доведется увидеть Александра Католикова в рассвете его директорства в Сыктывкарском детдоме, подтвердят, что каждая строчка этого описания подходит и к его деятельности. Саша общался и с супругой Колобалина. Галина Константиновна была не только легендарным педагогом, но часто уравновешивала яркий темперамент мужа. За это она была обожаема воспитанниками. Судьба этой четы стала для Саши живым примером верности и партнерства в отношениях. Через них Саша учился и у самого Макаренко, в сообществе имени которого давно состоял. К Семену Колобалину, как в будущем и к Александру Католикову, дети сами прибегали из трудных семей, умоляли взять их к себе. И те помогали всем, кто оставался без поддержки. Колобалин разбирался даже с деревенскими пьяницами и домашними дебоширами. А Католиков и его дети ухаживали за ветеранами войны. В начале 70-х Католиков во время работы во Дворце пионеров даже пригласит Колобалина в Сыктывкар на месяц для обмена опытом, а затем будет дружить и с его сыном. Но часто Семен Колобалин писал в дневниках, что силы его кончаются, что перевоспитать детей невозможно. Это же в минуты отчаяния в дневниках за 30 лет до него писал и Макаренко. А в 90-е сокрушался по уничтоженным моральным ценностям молодежи Александр Католиков. Но все трое находили силы продолжать свою работу. Видимо, это и отличает настоящих подвижников. В будущем автобусные путешествия станут визитной карточкой интерната Католикова. А в те далекие времена, когда-то войдя в переполненный студентами автобус, на очередном подобном выезде она услышала голос с заднего сиденья. Лия Васильевна, идите сюда. Место рядом со мной свободно. Это небольшое путешествие от загородного лагеря до Москвы что-то перевернуло в их душах. Про союз католиков Плаксина принято было говорить, что они воцарились на факультете. Когда мы с Саней соединили усилия и нашли поддержку нашим инициативам в деканате, к нам, сломя голову, бросились студенты со всех факультетов. Вы не представляете, какая у нас была студенческая армия. Нас даже поругивали. Разница в возрасте между ними была 14 лет. Поженились они в конце лета 1965 года, когда Саша получил диплом пединститута. Появление сына дополнительно прибавило ответственности в жизни Александра, но он продолжал повышать ставки. В
1966 году было все меньше мероприятий и публикаций трудов Макаренко. И тут в Театре эстрады в Доме на набережной проводится форум, посвященный именно Антону Семеновичу. По значимости этот театр шел после Большого, МХАТа и театра имени Моссовета. Но организовала мероприятие не Академия педагогических наук, не общественные организации, а простой провинциальный студент. Каким образом ему удалось все это устроить? Да, частый вопрос. На мероприятие пришел не только весь цвет московской педагогики, но и важные функционеры системы образования. Католиков сидел в президиуме рядом с академиками, вещал в микрофон, всем руководил. А на открытии его сын декламирует со сцены едкие стихотворные строки о том, что стране без педагогов не жить. Форум этот даром Католикову не прошел. Всегда найдутся ревнители, завистники, которым неприятен успех человека ниже их по рангу. Какой-то студент все что-то придумывает, нарушает все порядки. А без одобрения педагогического мира столицы найти работу непросто. Александр уже работает преподавателем физики сразу в 2 школах – 168 и 35. Несет ответственность за свою семью. В институте Католикова ценят и поддерживают, предлагают аспирантуру. Но он жаждет работать по-настоящему. С детьми, а не сидя в кабинете. Он начинает обдумывать отъезд из Москвы. Волнительно было предлагать жене уехать жить и работать в Новосибирск. Ведь, несмотря ни на что, карьера Лии продвигалась. И в 1964 году ей была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. А ведь родилась и выросла она в старом дворянском доме, рядом с Гоголевским бульваром, в самом сердце столицы. И когда Католиков наконец начал разговор, Лия прервала его. Новосибирск – это не решение. Можешь не продолжать, я и сама об этом думала. Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Из всех московских приобретений, опыта, достижений, знаний, самое ценное, что заполучил здесь Александр Католиков, это Лия Васильевна Плаксина. Работая ранее в одной из московских школ, она часто переносила уроки из кабинета в разные локации. О войне 1812 года она могла рассказывать детям в музее Бородинской битвы, а об истоках нашего государства в Кремле. На основании 3-летних экспериментов она писала статьи. Руководство воспринимало все инновации в штыки. Зачем вы отрываете детей от школы? Мы вам зарплату платим за уроки, а не внеклассную работу. Развернуться и реализовать себя в Москве практически нереально. Настолько все зациклено на директивах сверху. Да и жить в Москве около вокзалов невыносимо. По ночам не дают спать паровозы. В стране все ужасно со снабжением, и народ со всех ближайших городов приезжает за продуктами. С полок магазинов сметают все. Но самое главное, что гонит из Москвы – удушающий бюрократизм. Может, в глубинке будет больше возможностей для творческой работы, но Новосибирск – это не решение. Он меньше Москвы, но все равно очень большой, там будет то же самое. Нам нужен город, где нам дадут работать. И кажется, такой есть. Чистый и тихий уездный городок. Там часто бывает ее подруга, вышедшая замуж за уроженца тех краев. Имеется пединститут и отделение Академии наук. Там бескрайняя тайга. Но 5 лет назад появилась железная дорога и начали ходить пассажирские поезда. Александр даже было мечтал махнуть на край света, Камчатку. Но Лия охлаждала его пыл. Далековато добираться, а в Москве все-таки родители останутся. Это была ее идея – уехать в Сыктывкар. Туда, где Католиков с его энергией придется так кстати. Сначала Лия едет туда на разведку. Муж, провожая на поезд, напутствует. Обязательно поинтересуйся, есть ли в Сыктывкаре детский дом, потому что я мечтаю стать директором детского дома.
В Сыктывкаре были безумно рады таким гостям. Ректор пединститута Безносиков пообещал, что Лии сразу дадут звание доцента, а также двухкомнатную квартиру. В Москве ее коллеги-женщины, кандидаты наук, очень ответственные работники, десятилетиями не могли даже рассчитывать на такое. Не забыла она и наказ мужа. В память врезалось, что детский дом находился на краю какого-то оврага и был прямо барской усадьбой среди частной застройки. В общем, я его запеленговала. Однако внутри детский дом поразил своей мрачностью. Особенно запомнилось темное фойе, в котором стоял бак с краником для кипяченой воды, с кружкой на цепочке, а вокруг бака, как тени, ходили дети. В те годы Москва была в разы меньше. Другими были и дома, и люди. Эпоха, что сформировала Католикова и Плаксину, осталась только в кино. Но до сих пор живы улицы, по которым почти 6 лет носился работать, воспитывать и образовывать очередных сорванцов молодой Саша Католиков. На Ярославский вокзал Москвы, следуя за идеями педагогики, Саша приехал в начале своего пути. Отсюда же уезжал в свое время на войну и его учитель Семен Колобалин. И вот уже Александр Католиков отправляется дальше с того же самого перрона. В руках его всего 2 чемодана. Но он везет в Сыктывкар нечто гораздо большее. Он везет туда весь свой опыт и знания. Лучшее из того, что увидел и впитал за эти годы. Везет свою харизму и неиссякаемую энергию. Везет туда, где его идеи найдут выход. Туда, где сначала он поднимет на новый уровень Дворец пионеров, а затем, как и мечтал, возглавит детский дом. Организует для него трактора, машины, агрокомплекс, зоопарк и поля. Построит новые корпуса и даже базу отдыха. И станет новатором в вопросах воспитания детей-сирот. Туда, где из аварийного детский дом под его руководством превратится в легендарный и станет носить его имя. К ним будут приезжать делегации педагогов из Индии, Финляндии, Венгрии, Америки и Франции. Миллионы зрителей СССР восхитятся, увидев все это по центральному телевидению. Но самое главное, там сотни детей обретут в его лице настоящего батю.